Парковка в неположенном месте по-прежнему остается злободневной темой. Неуважение водителей к пешеходам и другим участникам дорожного движения оборачивается сплошными неудобствами для всех. Безобидное объяснение «я только на пару минут» никак не оправдывает оставленные на тротуаре машины. Подобное скопление транспортных средств можно наблюдать регулярно на улице Муталиева. Остановки давайте еще сейчас. Тут-то еще останавливаться можно, но стоянка запрещена, а там не останавливаться. Просто ожидать на правом боку, полностью перегородить движение, брат. Все, давай эту боку. Асфальт на машину, парковку запрещена, понимаешь? Не, просто от парковки остановки запрещают. До Эсбанс, например, газель, хайо, или что про плату в Москве, короче, полностью мешает до. Ехай из Мии. Я свободнее ездить, просто от правой стороны Вот, например, этот автомобиль припарковался возле магазина под знаком «Парковка и остановка запрещена». Тем самым создал помеху для проезжающих машин, перекрыл дорожную разметку и ушел по своим делам. Ждать его пришлось 15 минут. На проезжей части, а вот я нахуй мешать. Ну, да, вот 15 минут, ахаяус. А? Псимишь рабра? Да, вот. Парковка миссич. Стига элспорт. Эти парковка, хамон пейд матч, да, вала харва метр матч. В любом случае, например, у Бахкина были Бахкина, я вот эту часть, это чисто направо, чтобы свернуть. А с Хавой 15 минут, и я вот так наблюдаю за этим всем. Да, мы с телевидением, да, мы смотрим вот именно проблемы. И я, наверное, думаю, что кто-то сам там стоял же в конце, спешил же так же, и кто-то тут поставил машину. Просто вы Улица Муталиева – одна из самых оживленных в Назране. Поток автомобилей не останавливается здесь ни днем, ни ночью. Именно по этой улице расположены госорганизации, ведомства и предприятия. Сотрудники полиции здесь часто проводят рейды. Выписаны более 1000 штрафов. Госавтоинспекция нашла решение проблемы. Сейчас должны выпустить транспортное средство, оборудованное транспортное средство, называется паркон. Там полностью транспортное средство оборудовано фото-видеофиксациями. Будем в автоматическом режиме выявлять эти нарушения, которые водители, управляющие транспортным средством, паркуются в неправильном месте, где запрещена остановка стоянка. И в автоматическом режиме будут направляться штрафы, административные материалы водителям транспортных средств. Многие автолюбители паркуются прямо на остановке. В результате водители маршруток вынуждены высаживать пассажиров на проезжей части, создавая при этом пробку, подвергая опасности жизни пешеходов. И за счет этого и люди страдают, которые проходят. И да, удр, как задержка. Так, удавара, хатыята, все смеялись вместе. Так широко еще. А там вот мотик цехалар впереди. Потому что места нет. И тут дело в чем? Здесь узкая дорога, понимаешь? А жил цикл бимаш, а жил масалать. Проходу нет здесь вообще. А почему нет? Знаешь, няк бить. Заужены, гости массовые. Они, кажется, встают, быстро кто-то выходит, кто-то заходит, и в положение. Тут надо распределять дорогу. Есть те, кто обвиняет в данной ситуации местную администрацию, которая допустила строительство торговых точек в непосредственной близости от трассы, сократив при этом ширину дорожного полотна. Мы сейчас находимся в центре города Назрань, у нас очень плотная застройка, и как бы отсутствие на данный момент, в данную секунду машиноместа вот для человека, для гражданина, который подъехал, это не значит, что он должен нарушать. В любом случае на небольших расстояниях имеются площадки для паркинга. Человеку не надо нарушать, надо чуть пройтись, проехаться дальше, поставить машину, прогуляться. У нас есть и тротуары, и дороги,
и пешеходные переходы. У нас отделом архитектуры сделан дизайн-проект по благоустройству прилегающей территории в связи с сложившейся новой обстановкой. Мы решили опустить ограждение здесь высотой метр с озеленением, чтобы машины, которые здесь останавливаются, вот эти люди не могли, как бы у них не было доступа к этим магазинам. Помимо буквально на расстоянии 30-50 метров у нас есть здесь большие парковки. То есть по улице Муталиева есть большая парковка для транспорта. Есть по улице Гейрбек-Хаджи тоже буквально 50 метров от этой точки. И как бы у нас проблема с парковками, она не такая особо острая, если мы не будем нарушать правила дорожного движения. Благоустроить территорию планируют до конца этого года. Благодаря новому проекту и камерам фиксации, которые планируют запускать МВД, проблема с неправильной парковкой возле больницы будет наконец решена. Но она не перестанет существовать в других уголках республики. Вот, например, по улице Московской многие паркуются возле пешеходных переходов, перекрывая обзор для других автолюбителей. При переходе здесь ребенка водитель просто не успеет среагировать. Но это полбеды. Здесь нет знака зебры, полоски уже выцвели. Я всегда боюсь за детей, которые в школу каждый день же, они же ходят здесь каждый день. И знаки нужны, и, во-первых, тот едет, ты выходишь и не знаешь, едет он или нет. Ну ладно, я старая. А были ли вообще случаи? Были, конечно. Здесь даже, насколько вот мало транспорта было, здесь даже соседку убили, бабушку. За этот участок отвечает местная администрация. Проблема парковок будет решаться и через штраф в 1000 рублей. И его нельзя оплатить со скидкой. Всегда нужно помнить, что каждая такая сиюминутная неуместная остановка может спровоцировать ДТП. И вот тут проблема будет посерьезнее, чем отданные 1000 рублей. Хава Газикова, Адам Гулоев, Магомед Даскиев. Новости 24.